геноциду или там высылке. Но многие не знают на Кавказе, что в тот же день, 8 марта, геноциду подвергся и лезгинский народ, лезгины. Также, да, 8 марта 1936 года геноциду подвергся лезгинский народ. Этот день события произошли в 30-х годах 20 века, когда советская власть вела антирелигиозную борьбу против лезгинского населения. То есть всех мусульман, всех алимов, всех шейхов лезгинской национальности и других национальностей они просто расстреливали. Такая вот была безбожная пятилетка. Воспротивившись антирелигиозной политике СССР, лезгины во главе с Рамазан Хаджи из селения Штул выступили с вооруженным сопротивлением против антирелигиозных сил СССР, то есть против чекистов. Велась партизанская война, охватившая все лезгинские селения, и в том числе Агул, Табасаран, Руту. Партизанская война, переходя в открытые бои, изнуряла противника. То, что мы вчера говорили, изнурять, обессилить противника. Каким образом? Таким образом, чтобы, допустим, у противника мы знаем точное количество человек, да, 1000 воинов. Мы их растягиваем по всей площади, на мелкие группы разбиваем и добиваем, изматываем. Потом объясню как-нибудь эту тактику. Это очень хорошая тактика. Тогда силы противника решили уничтожить посевы и продовольствие противоборствующих. То есть русские не могли в открытую воевать, даже когда их было больше. Они что сделали? Вот растет у нас пшеница, кукуруза, коровы, пастбища. Они все это сжигали просто, чтобы люди, мусульмане, умерли с голоду. И посмотрите, сейчас будет как они кощунственно это делали. Тогда силы противника решили уничтожить посевы и продовольствие противоборствующих сторон. Услышав о разорении родных сел, повстанцы разобщились и поспешили к родным, которых в свое время ждала засада и гибель. То есть, допустим, муджахиды в лес ушли. Что делает Россия? Оставшихся дома, находящихся их женщин, детей начинает притеснять, то, что сейчас делают, то же самое и тогда делают. Соответственно, муджахиды спускаются с гор, и их ждет засада. То есть, как нам русские в своих фильмах показывают, что боевики там прятались за спинами женщин и детей, но вы, ублюдки, всегда прятались за спинами женщин и детей. Вы никогда не воевали как мужчины. Валлахи азим, вы никогда не воевали как мужчины. Никогда. Вы подлые, коварные, мерзкие существа. Понятно? Изнуренным от голода и битв лезгинам было предложено сдаться, на что лезгины ответили отказом и решили вступить с противником в открытый бой. Количественный перевес и вооружение противника превосходило силы лезгин. Впереди линии были выставлены самоходные танки, за ними пехота и конница. Лезгины с голыми шашками, прикинь, просто мечи, да, кинулись в атаку. Это вот на танки, на пушки. Это русским, которые говорят, вот вы, кавказцы, там, толпой. Это вы всегда ордой, толпой нападаете на Кавказ. Вы. А потом вы еще говорите, а чего вы нас не любите? Вот послушай историю, за что вас любить. Ни один лезгин не вернулся живым. Последним очагом антисоветского движения был отряд партизан Касум-Хюр. Противник решил подло сломить противоборствующих. Собрав всех женщин и детей, смотрите, что делает Россия, да? Они убили муджахидов. Им этого недостаточно. Они собирают всех женщин и детей этих муджахидов, в холодные камеры заключают их, не дают им ни воду, ни хлеба, ничего. И они умирают с голоду. Это все, что вы должны знать про СССР. Ко мне заходят там всякие тупицы, которые мне говорят, вот в СССР, вот ваш СССР, вот что он принес.
Это сатанисты, настоящие шайтаны. Все, что вы нажили, мы у вас заберем, иншаллах. Все, что вы построили, мы у вас заберем, иншаллах. Понятно? Вам деваться некуда, потому что вы находитесь под санкциями. Ясно, нет? Поэтому пока жрите, сношайтесь, как свиньи, ну, час икс наступит, иншаллах. Противник решил подло сломить противоборствующих. Собрав всех женщин и детей, заключили их в камеры временного содержания в холоде и голоде. Так лезгинские женщины и дети умирали в тюрьмах. Власти СССР выдвинули ультиматум и велели сдаться: либо смерть в тюрьмах женам и детям, либо сдавайтесь. Вот ваши методы. Вы же говорите, что вы великие. Вы не великие. Ваши методы, они абсолютно варварские. С вами воюют муджахиды, их, допустим, 10 человек, вас 1000 человек. И все равно вы не можете, как воины, воевать с ними. Почему? Потому что вы не хотите подыхать. Вы идете, хватаете их жен, их детей, сажаете их в тюрьмы, пытаете их там и говорите: смотри, мы твоих детей пытаем, выйди без оружия, брось оружие, дай нам себя убить. Потом вы убиваете муджахидов и говорите, что вы герои. Вот ваше величие. Партизаны сдались властям, то есть муджахиды, они сдались властям, потому что они хотели, чтобы их жены и детей убивали. Незамедлительно власти расстреляли всех имамов Южного Дагестана, уничтожили религиозную литературу и труды истории. Тех, кто хотя бы имел скот, раскулачивали. Допустим, у тебя есть 2 коровы, все, ты, террорист, экстремист. Восставших и тех, кто имел пастбище и скот, собрали с семьями, загрузили в товарные вагоны и выслали в Сибирь и страны Центральной Азии. Вот что нам на Кавказ принесла вонючая русня. Как вы думаете, какое отношение должно быть к вам? И почему в кавказских школах эту историю не преподают? Почему эта история под цензурой? Почему запрещают эту историю говорить? Знаете почему? Да потому что мы вас будем просто ненавидеть. Люто. Люто. То есть без границ. Я не могу вспомнить ни один светлый момент нахождения Кавказа в составе вонючей русни. Будь то это царская Россия, будь то это Советский Союз, будь то это Ельцинская Россия, будь то это Путинская Россия. Все время оккупация, похищение, допрос, пытки, убийства, расстрел, 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 пытки, убийства, расстрел. И вечные подозрения. И при этом нам говорят: вот вы наши граждане. Валлахи аль-азим, нет. Мы заключенные ваши. И нам скорейшим образом нужно выходить из этой вонючей дыры под названием русня. Вы можете говорить сколько угодно, что мы там нарушаем вашу какую-то там территориальную целостность. Зарубите себя на носу. Кавказ — это не ваша территория, это территория мусульман. Сейчас, да, вы там кайфуете, но, иншаллах, ваш след там исчезнет. Иншаллах.